Случай. Вакыйга. Вопиющий случай. Искитерлек вакыйга. Вопиющий случай. Искитерлек вакыйга. Вице-спикер Госсобрания Башкирии назвал вопиющим случаем уход правительства в полном составе с заседания парламента. Парламент ултырышынан хөкүмәттең тулы составы менән сыгып китүен Башкортстан дәүләт йыелышы вице-спикеры искитерлек вакыйга дип атаны. Вице-спикер Госсобрания Башкирии назвал вопиющим случаем уход правительства в полном составе с заседания парламента. Парламент ултырышынан хөкүмәттең тулы составы менән сыгып китүен Башкортстан дәүләт йыелышы вице-спикеры искитерлек вакыйга дип атаны. «Эхо Москвы» в Уфе и общественная организация «Берзямлек» представляют рубрику «Говорим по-башкирски». Вы слушаете «Уфимский разворот», программу, в которой ваше мнение может быть услышано, голос учтен, а СМС-сообщение прочитано в эфире нашей радиостанции. Слушайте «Уфимский разворот» по будням с 8 утра. Да не просто слушайте, участвуйте. Доброе утро, дорогие друзья. На «Эхе Москвы» в Уфе мы начинаем с большим удовольствием «Уфимский разворот». Мы — это Разиф Абдуллин, Руслан Валиев и Никита Полен за звукорежиссерским пультом. У нас есть прямая трансляция в Ютубе, где вы можете с помощью чата общаться между собой и с нами. А также я напоминаю, что есть традиционный, проверенный годами способ. Это СМС, WhatsApp и Telegram. +7 927 304 1051. Разворот сегодня будет полным, с обзором прессы, с фрагментом программы «Послесловие» с Азаматом Саитовым. После этого фрагмента мы поголосуем. Во второй части надеемся успеть обсудить сразу две темы, Разив, да? У нас тема вот этого земельного вопроса, земельной реформы с главой администрации Куюргазинского района Башкортостана Юлаем Ильясовым мы эту тему обсудим, а также с председателем Республиканского профсоюза работников здравоохранения Раулем Халфиным мы обсудим вопросы вот этих выплат, ситуации с ковидом, что у нас сейчас происходит, какие есть проблемы. А проблемы есть, потому что другие, в том числе там, скажем, независимые профсоюзы на это дело жалуются, да, что там и сям возникают жалобы врачей и сотрудников скорой помощи прежде всего. Вроде так. Вот, значит, и, в принципе, пишите, звоните, вру, звоните, это я образно сказал, звонить сейчас не нужно, а мы перейдем к обзору прессы. Что, Разив, у тебя сегодня есть? Ну, меня, во-первых, очень, скажем так, шокировала статья, которая была опубликована в ПроУФУ, у нее заголовок такой: в Башкирии уголовники держат в страхе целую деревню, и речь идет о такой ситуации, когда два подсудимых, бывших осужденных человека устроили драку в местном клубе во время празднования женского праздника и, значит, начали избивать парня молодого, 17-летнего. Вступился за него инвалид, участник боевых действий, он там лишился ноги, и они, тем не менее, несмотря на это, тоже его избили. И, местные жители считают, что полиция бездействует, пока заведено административное дело только, то есть никакой уголовщины там нет. Слушай, сам заголовок тут как бы отсылает воспоминаниями в Кущевку, да, Краснодарского края. Тоже мне вот это... А вот содержимое отсылает куда-то вот в детство, в юность, там, 80-е, 90-е годы, когда в сельских клубах что-то подобное происходило, да, и никто на это внимание не обращал. Это как всегда на почве пьянства, то есть эти люди были нетрезвые, когда устраивали вот этот... Да уж. И опять же, реакция силовиков, конечно, поражает, да, когда они не возбуждают ничего серьезного, какую-то административку, которая может ничем не закончиться. Так, а мы продолжим. На Эхе мы опубликовали несколько статей, вот в том числе парочку возьму. Активисты движения «Патриоты Башкортостана» выступили за возобновление дружественных отношений между татарскими и башкирскими районами республики. Причем вот эта вот цитата, то, что я говорил про татарские и башкирские районы, это прямая речь, да, это не мы так решили, хотя я обратил внимание, что в некоторых телеграм-каналах, довольно-таки, скажем, в этом смысле радикально настроенных, писали, что как же
же так? В Башкирии нет никаких татарских районов, есть только башкирские, пишут критики наши. Но опять же, подчеркиваю, здесь мы приводим цитату одного из лидеров движения «Патриоты Башкортостана» Сагита Исмагилова, и он, понятно, имел в виду, что районы имеются в виду с преимущественным населением татароязычным, как минимум, да, и все это было сказано на фоне того, что в последнее время происходит в связи вот с высказываниями, во-первых, во-вторых, с тем, что вот у нас эти стеллы появились, предстоящая перепись. Отмена концерта, да? Отмены концертов. То есть этот вопрос так или иначе на повестке дня присутствует. И, к сожалению, я вот боюсь, что он будет только усиливаться на протяжении всего года до тех пор, пока перепись не состоится и не закончится, и ее выводы не будут подведены. Вот хотелось бы, конечно, чтобы эта ситуация не обострялась, но пока все выглядит именно так, как вот выглядит. Да? И в Татарстане, кстати говоря, продолжают эту тему тоже муссировать. Если взять репортажи их телеканала ТНВ, то там тоже вот эти вот, скажем, обостряющие элементы, они продолжают быть. Меня впечатлила статья изданием «Кассет» о том, они проводят эксперимент, пытаются прожить на прожиточный минимум. Ты, кстати, знаешь, сколько в Башкирии составляет? Мы какая как-то... сумма? 10 641 рубль. Да. Вот, так вот, они на эту сумму хотят, один корреспондент живет ровно месяц. Прошло 2 недели, вот и корреспондент Карина Мамалова рассказывает, как опыт. То есть она за одну неделю ей удалось всего меньше 2000 потратить и как-то прожить, и даже куда-то в бар сходить. Ну, правда, она угощение, ее угощали друзья, то есть она сама уже не тратила свои деньги. Она может сэкономить и в конце это дело отметить, возможно, у нее деньги Я думаю, что там мало что останется. Еще 2 недели жить, а осталось у нее, сейчас дайте секундочку, буквально посмотреть, сколько у нее осталось. 4943 рубля до 15 апреля. Вот ты сможешь такие деньги прожить? Ну, сомнительно. 2 недели на 5000. Другой, вот если, может быть, иметь какие-то запасы, да, то есть заранее затариться... Нет, она вот именно да? эту сумму покупала как раз продуктов в начале эксперимента, там, крупы всякие, прочее. Угу. Ну, да, друзья, любопытно. Вот мы продолжаем следить за этой историей, читайте на Медиакурс.сети. А я еще одну заметку «Эхо Москвы» в Уфе отмечу. Вице-спикер Госсобрания Башкирии поддержал идею рассмотреть реформирование принципа формирования состава участковых избирательных комиссий. На тему выборов вчера у нас была программа «Ищем выход». В гостях был Рустем Ахмадинуров, как раз чью цитату мы приводим, и я там был, как член СПЧ, как член УИКа. Значит, я предложил идею все-таки глобальную, наверное, она не на местном уровне должна пересматриваться, но все-таки я считаю ее важной, а именно пересмотреть способ формирования комиссии, не делать так, чтобы не учителя одной школы на территории своей же школы были членами комиссии и представляли всю комиссию, да, а делать так, чтобы вот в эти комиссии совершенно случайным образом, с помощью какой-то автоматизированной, наверное, выборки попадали люди из разных предприятий, не только государственных, но и коммерческих, чтобы административная зависимость была сведена к минимуму, для того, чтобы в конечном итоге выборы можно было сделать более прозрачными. Ну, в общем, он отреагировал позитивно в том смысле, что давайте предлагайте, надо обсуждать, надо инициативу продвигать. Вроде есть в ней смысл именно для того, чтобы административный ресурс сводить к минимуму. Понятно, что к ближайшим выборам ничего сделано не будет. Даже предложить успеем, нет, неизвестно. Я имею в виду в рамках СПЧ. У нас заседание-то с главой республики уже не было. Сколько времени? Будет ли до сентября, тоже вопрос. Ну, так или иначе, дискуссия на эту тему идет, и хотя бы это радует. Меня порадовала новость вчерашняя о том, ну, об этом написали многие СМИ, о том, что про Рустама Набиева снимут фильм про нашего солдата, который во время обрушения казармы в Омске в 2015 году лишился ног из-за травмы. Вот, и мы знаем, что он в таком состоянии забрался на Эльбрус, и вот как раз об этом и будет сниматься фильм, а на создание фильма потратит около 3 миллионов рублей. Ну вот отметим, что он обращался с этой просьбой лично аж к Путину. В декабре, по-моему, была некая прямая линия отдельная, и он об этом сказал. И республика, да, я так понимаю, будет это дело поддерживать? Да, наша киностудия будет поддерживать. Там снимать это будет другая компания, но наша республика будет участвовать. Вот. А весна вступает и уже вступила все-таки в свои права. И на эту тему у нас большое количество уфимцев, жителей города, жителей значит, сел и деревень, поселков, которые находятся в Уфе и под Уфой, жалуются. Я думаю, многие видели огромные лужи, которые в некоторых местах есть, и некоторые из них даже преодолеть нельзя. Вот, например, Уфа-1 пишет о лужах в микрорайоне Серебряный ручей, фотографии приводятся. В общем, я там тоже жил некоторое время и прекрасно помню, ничего не изменилось с тех пор. Вопрос, да, к строителям, к администрации, которые проектируют все эти дела. Значит, и плюс есть история не только с водой, но и с, скажем так,
продуктами, которые содержатся в канализации. Жители Новой Максимовки заявили об игнорировании властями проблемы с нерабочей канализацией. И, соответственно, это все происходит в нескольких десятках домов. Слушатели наши и жители Максимовки к нам обратились, много очень фото, видео прислали. Ситуация, мягко говоря, неприятно выглядит. И если действительно на их просьбы никто не реагирует, то это, конечно, печально. Об этом можете почитать уже на страницах «Эхо» в Уфе. Я все продолжаю тему денег. У меня так получилось, что с деньгами много заметок связано, которые вчера я обратил внимание. Статистики назвали среднюю зарплату в Башкирии. И сейчас в январе, такие цифры. 37 563 рубля – это средняя зарплата в Башкирии. Она стала на 5% больше, чем в январе прошлого года. Но при этом реальная зарплата увеличилась за год в регионе на 0,2%. То есть ситуация не сильно там изменилась. Многие, конечно, могут сравнить сами, наши слушатели, у кого на самом деле больше этой суммы, меньше этой суммы, я думаю, каждый сам сделает свой вывод. Вот как опыт мой подсказывает, когда мы эту тему обсуждаем, голосуем даже со слушателями на тему зарплаты, как правило, сталкиваемся с тем, что особо цифрам официальным никто не верит, потому что каждому в отдельности кажется, что эти цифры никак не сопоставляются с той реальностью, в которой человек живет. Да. А я хочу обратить внимание на неожиданный материал для нас, по крайней мере, потому что это телеканал «Дождь», федеральный канал, сделал большой сюжет о Башкирии. Называется он «Нас будет знать вся Россия. Как башкирские деревни решили бросить пить». Тема алкоголя, злоупотребления алкоголем и попыток бороться с этим злом в этом сюжете. Но надо сразу сказать, что сюжет под замком на сайте «Дождя» и доступен только тем, у кого есть подписка на телеканал «Дождь». Хороший сюжет, любопытный. Там есть такие казусы, когда в одном кадре человек заявляет, что всех, кто злоупотребляет, надо убивать, а на следующем кадре его поймали на следующий день в состоянии опьянения этого же человека. То, как люди себя ведут, как лицемерно могут высказываться на этот счет, и, соответственно, насколько вообще успешен этот проект. Вообще у нас там больше 1000 деревень, оказывается, уже в республике пытаются пойти по стопам трезвости. Но не везде все сразу получается, хотя есть и удачные примеры. Видимо, как всегда в России есть хорошие идеи, которые можно извратить в порыве, так сказать, бюрократическом, чтобы было все хорошо, красиво на бумаге, а на деле не всегда так получается. Это у нас прямо как пить дать. Очень интересное достижение технологическое у нас в Башкирии будет сделано. Это тоже МКС пишет об этом, что в Уфе построят первое печатное издание, то есть напечатают с помощью принтера аж целое двухэтажное здание. И этот проект хотят завершить летом этого года. Я с удовольствием, я думаю, надо будет посмотреть. Это прям хочется поехать и смотреть. Это кто? Это государство или кто-то частник? Нет, это какая-то частная компания, она производит вместе с УГНТУ и МГСУ, Московским университетом, вот такой проект они осуществляют в Башкирии. Это очень интересно, мне кажется. Да. Надеюсь, журналисты будут приглашать, потому что пока мы эти вещи видим только там где-то в Китае, где-то в Штатах, и все это лишь пока в голове не укладывается, что можно здание напечатать. Конечно. Смотришь эти ролики, кажется, что какое-то чудо. И при этом, когда читаешь, понимаешь, что это и дешевле, и быстрее, и если это реализовать, мне кажется, во многом ситуация на рынке недвижимости, например, может измениться в лучшую сторону. Насчет стоимости, к сожалению, они не написали. Но надо будет потом узнавать подробности. В комментариях нашего Ютуба зачитаю то, о чем я говорил, про выборы вызвало реакцию. Нет выборов в России, есть утверждение заранее назначенных депутатов. Не важно, как голосуют, важно, как сосчитаем. Иосиф Сталин приводит цитату Сталина, наш слушатель Зайнулла. Только смена политического строя может что-то изменить, утверждает он. Есть такое мнение, что, как говорится, отрицать не буду, но все-таки и вижу, что даже в нынешних реалиях при должном внимании со стороны общественности цифры на участках могут отличаться, так скажу, да. Я имею в виду, конечно, свой участок, на котором я работаю не первый год. Обзор прессы закончим, а сейчас фрагмент, на мой взгляд, любопытного эфира вчерашней программы «Послесловие» с Азаматом Саитовым, в гостях которого была Елена Прочаковская, руководитель управления администрации главы республики по социальным коммуникациям. За кем, по мнению вашего ведомства, должна быть роль первой скрипки в таком диалоге между обществом и властью? Первая скрипка должна быть за жителем, это неизменно. И это не по моему мнению, это однозначно по мнению любого здравомыслящего человека. Потому что именно для жителей и власть, именно для жителей мы работаем, именно для жителей мы, собственно говоря, живем, если мы чиновники правильные. Может быть, есть чиновники неправильные. У Хабирова Ради Фаритовича чиновники правильные.
Не получится ли так, что наши министры и руководители ведомств и так ленивые для того, чтобы прийти на встречу с журналистами, они сейчас будут отписываться у себя там в ЦУРе, а вы будете отдавать видеоконтент, мол, ставьте, вам не нужен министр такой-то, вот вам, пожалуйста, беседа с ним. Вот вам нужен председатель Госкомитета, вот берите контент такой. То есть мы вообще потеряем, как журналисты, возможность контакта с этими высокопоставленными чиновниками. Послушайте, вот опять же я тут вспомнила храм в Кремле, где высокопоставленные чиновники, откуда пошло, помните, да, когда люди стояли во время молебна выше, чем другие, ну, царские особые, оттуда пошло высокопоставленный, выше стоит. Так вот, наши министры прекрасные, отличные коллеги. Они не высокопоставленные чиновники, с такими кавычками, как вы сейчас сказали. Они охотно идут на контакт, когда они находят время, а времени не всегда много. И в целях экономии времени те комментарии, которые нужны, мы будем отписывать в ЦУРе, если это просто комментарии, живых бесед, интервью. Елена Анатольевна, понимаете, вся беда в том, что эти чиновники разговаривают с нами на разных языках, хоть мы с вами коллеги, телевизионщики, а с вами они в одном, сказать, ключе разговаривают, а нам же отказывают. Я считаю, что наши министры открытые. Нужно правильно находить пути. Вы же тоже о себе спросите, все ли правильно вы делаете. Бывший руководитель Башкир-Автодора Алан Марзаев благополучно убыл в неизвестные дали. Кстати, его назначили на эту должность по протекции Радия Хабирова. И если вспомнить классику Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц» в ответе за всех прирученных, то в принципе, мы должны были надеяться на то, что за все как победы, так и упущения Алана Викторовича Марзаева, наверное, ответит тот человек, который его рекомендовал. Но получилось, как получилось. Я уже в отсутствие вас пропел дифирамбы в адрес Алана Марзаева, который развалил дорожную отрасль, который бросил улицу Комсомольскую в Уфе в таком ужасном состоянии, который... Хорошо, что вы это делали без меня, потому что я считаю, что если я буду молчать, а рядышком со мной будут говорить то, с чем я не согласна, тогда грош мне цена. Нет. Я Алану Викторовичу хочу сказать огромное спасибо Марзаеву не за то, что он развалил там Комсомольскую. Он очень много сделал, и его желание уйти, это было его личное персональное желание. Просто не люблю говорить о том, к чему я не имею отношения, и не люблю заниматься популистскими размышлениями ради там пиара, либо ради рейтинга. Считаю это нечестно. Елена Анатольевна, вы что сейчас имели в виду, что улица Комсомольская у нас нормальная? Когда ее закончат, она будет прекрасной улицей. Когда ее Для закончат? того, чтобы зуб вылечить, нужно зуб полечить. Елена Анатольевна, ни один миллионный город не позволит, чтобы 1,5 года его одна из главных улиц была в таком положении. А мы позволяем. У вас уже год за 8 идет? Даже года еще нет, когда улицу Комсомольскую начали делать, во-первых. Во-вторых, есть этапность, там же перекладывают полностью инженерные коммуникации. Да, я знаю все эти объяснения. Но ведь надо же было начинать степ-бай-степ. Вначале надо было изучить состояние инженерных коммуникаций, а потом... Вы специалист дорожной отрасли. Вы знаете, как нужно строить дороги. Вы знаете, какая технология строительства дороги, реконструкции для того, чтобы были примыкания правильные. Вы большой специалист в этом деле? Ну, я больше вашего изучал эту сферу. Я 10 лет главным редактором транспортной газеты вел и вел дорожную тематику. Давайте организуем круглый стол по дороге Комсомольской, и вы честно и справедливо сделаете материалы по этому поводу. Ну что ж, ждем, видимо, круглого стола по улице Комсомольской. Но это был фрагмент программы «Послесловие» с Азаматом Саитовым, в гостях которого была руководитель управления по социальным коммуникациям главы республики Елена Прочаковская. Полная версия эфира у нас в Ютубе и во всех социальных сетях. Сразу скажу, что сегодня в «Персонально ваш» после 15 часов политолог Дмитрий Михаличенко, а мы сейчас поголосуем по поводу вот сказанного и услышанного только что во фрагменте. Обсуждался конкретный пример улицы Комсомольской, которая у нас ремонтируется, вызывает сложности для уфимцев, и уж местных жителей там вообще, наверное, я не знаю, не представляю, как они там живут. Вот. Но, значит, речь была о чем? О том, что вот есть, точнее, был министр транспорта Алан Марзаев, который ушел в отставку, и наш коллега Азамат Саитов, в общем, предъявляет претензии в его адрес, что вот он, соответственно, не доработал и эту проблему оставил. А Елена Анатольевна говорит, что, в общем, не все так просто, это вопрос сложнее. Хотим у вас спросить ваше мнение. Понятно, что мы с вами не специалисты в транспортной отрасли, но мы люди, которые живут в городе, наблюдают за тем, что происходит, и пытаемся быть в курсе политических событий. Ваше мнение? В том, что у нас есть сложности в транспортной отрасли, в инфраструктурной области, например, как улица Комсомольская в Уфе. Виноват лично ушедший в отставку министр транспорта Алан Марзаев, это первый вариант, и телефон 262 72 47.
Либо все-таки надо разобраться более подробно и понять, что виноват в этом не лично отдельно взятый человек. Это же целая цепочка решений, документов, чиновников. Тут как минимум участвуют еще и городские чиновники Уфы. То есть нет, нельзя вот так вот бочку катить на одного человека, пусть и ушедшего в отставку. То есть здесь виноват целый комплекс причин. 262 72 48. Голосование. Процесс пошел. В проблемах на улице Комсомольская, которая ремонтируется, все-таки, надо сказать, не 8 месяцев, а больше, да, как минимум с 2019 года она ремонтируется. Виноват лично министр транспорта, который ушел в отставку, Алан Марзаев. Именно поэтому и ушел, испугавшись, что у него ничего не получается, вы считаете, например, да, 262 72 47. Нет, вы все-таки хотите за справедливость выступить в этой истории. И справедливость в том, что эта история была запланирована еще до него. Реализовывали эту историю другие люди, чиновники уфимской администрации, подрядчики. Причем здесь министр транспорта. 262 72 48. Ну что, Разив, какой вариант лучше? Ну, мне, честно говоря, второй вариант, конечно, больше как бы разумнее кажется, обоснованнее. Не может быть один человек во всем виноват. Вот, это мы журналисты такие, да, потому что мы всякий раз, когда разбираем проблемы, мы понимаем, что надо-то информацию искать из разных мест. Как минимум мы это вот опытным путем находим, да. Оказывается-то вот кто виноват. Ага, и даже не он, оказывается, еще и третья сторона возникает. Но ведь люди скажут, нет, есть ответственное лицо, которое имеет полномочия на то, чтобы все разруливать. Поэтому оно лично должно нести ответственность. Это самое ответственное лицо. И ведь в этой логике тоже есть смысл определенный. Есть определенный, конечно. Когда говорят, что, допустим, глава региона ответственен за все, что происходит в республике, есть определенный смысл. Но, тем не менее, наша жизнь не складывается из таких простых черно-белых как бы решений. Она гораздо сложнее, мне кажется. Да, жизнь не черно-белая, и это касается не только какой-нибудь дорожной области, но и всех наших областей. Какой год, что врет, пишет нам Любовь. Видимо, по поводу как раз-таки вот начала работ на улице Комсомольской. Ну, соглашусь в том смысле, что значит, умышленно это было или нет, но год начала работ не прошлый, не 20-й, это было раньше. И, по-моему, не факт, что в этом году закончат. Хотя вот не раз на круглых столах «Коммерсанта» я слышал, что к ноябрю текущего 2021 года они должны Комсомольскую сдать. Вот. Но в этом году, кстати, еще и начнут подобные работы на бульваре Ибрагимова, тоже в центральной части, тоже загруженная улица и так. И, ну, наверное, хотелось бы, чтобы ту закончили, а эту начали, да, иначе совсем все плохо будет. Второй вариант пишет нам Ренат в Ютубе, но я скажу, что надо не писать вариант, а голосовать, потому что подсчитать голоса из Ютуба и аккумулировать их в СМС, вот эту машину, мы не можем. 262 72 47. Виноват лично Алан Марзаев, бывший министр транспорта. Не нужно сваливать с больной головы на здоровую. Нет, виноват комплекс причин, комплекс людей, чиновников, в том числе уфимской мэрии, потому что это очень сложная история, она началась давно. При этом, так... Второй номер телефона, напомни, пожалуйста. 262 72 48, конечно, да, это второй вариант. Но мы уже и итоги должны подвести. Буквально 10 секунд голосуем, я назову цифры. Как бывает в таких случаях, у нас мнения разделились почти 50 на 50. Спасибо, во-первых, за высокую активность, друзья. Так, одну секунду. 44% считают, что виноват лично Алан Марзаев, и 56% говорят, что все-таки виноваты разные люди, и нельзя сваливать все на одного человека. Уходим на перерыв, у нас новости, потом у нас два гостя, на две разные очень важные темы поговорим. Половина 7 утра в столице, в студии Константин Мирошников. На Эхе Новости. Суд в Карелии повторно оправдал руководство регионального Роспотребнадзора по делу о гибели детей на Сямозере. В рамках повторного пересмотра дела Анатолий Коваленко и Людмила Котович были признаны невиновными за отсутствием в деянии состава преступления. Судью Марину Носову цитирует агентство ТАСС. Суд установил, что проверки, проведенные ведомством, были исчерпывающими. Прокуратура обжалует это решение. В Петрозаводском суде также продолжают повторно рассматривать дела о гибели детей в отношении инструкторов Валерия Круподерщикова и Павла Ильина. Жертвами трагедии, произошедшей летом 2016 года, напомню, стали 14 воспитанников оздоровительного лагеря.
Джо Байден продлил санкции за предполагаемые кибератаки на Соединенные Штаты. Речь идет о режиме ЧС, введенном еще 6 лет назад. В его рамках были приняты ограничительные меры, которые в том числе затронули и некоторых россиян. В документе, опубликованном на сайте Белого дома, говорится, что злонамеренная кибердеятельность продолжает представлять необычную чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и американской экономике. Сбербанк и Mail.ru, по данным американской прессы, хотят разделить совместные предприятия. Газета Financial Times со ссылкой на источник пишет, что компании уже обратились за разрешением о разделе активов в Кремль. Причиной издания называют разные взгляды на развитие совместного предприятия. При этом впервые о разногласиях между компаниями Financial Times писал еще в ноябре прошлого года. Газета отмечает, что если развод с Mail.ru все же будет оформлен, это станет 4-й неудачной попыткой партнерства для экосистемы Сбербанка. Ранее на фоне похожей борьбы за контроль провалились попытки создания совместных предприятий с Alibaba, Яндексом и Озон. Администрация Суэцкого канала косвенно возложила вину за инцидент с судном Ever Given на капитана контейнеровоза. В ходе пресс-конференции глава управления Усама Раби отметил, что сильный ветер никогда не приводил к закрытию канала, хотя теперь и мог стать фактором, повлиявшим на аварию. При этом он призвал не забывать о том, что первым лицом на судне, тем, кто им управляет, является именно капитан. По словам Раби, канал ежесуточно терял из-за инцидента до $15 миллионов. Он сказал, что расследование должно выявить того, кто будет выплачивать компенсацию. Контейнеровоз сел на мель на прошлой неделе, перекрыв канал и заблокировав движение по нему. Судно удалось развернуть только накануне. В погоде в столице -1 градус сейчас в городе, давление 762 миллиметра ртутного столба. Днем ожидается около 8 градусов тепла, небольшой дождь и местами порывистый ветер. 3, 2, 1. Реклама. Продается помещение под детский сад в жилом комплексе «Новый умный дом» на Злобина с населением более 1000 молодых семей. 350 квадратных метров спальных и игровых комнат. Готовая инфраструктура. По вопросам приобретения звоните 280 10. 280 10. Застройщик ООО ИСК «Стройфедерация». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. В любой сложной ситуации сохраняйте спокойствие, дышите ровнее. А если нужны лекарства, ищите их на сайте и в приложении farmland.ru. farmland.ru. Удобный поиск лекарств. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Категория 18+. Хорошее зрение при любых обстоятельствах – это ваш личный комфорт. Шамир создает высококачественные линзы для очков. Для любого рецепта, любого вида деятельности и любой тренировки. Линзы Шамир – это идеальное зрение и индивидуальный подход. Спрашивайте линзы Шамир в оптиках вашего города. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Телефон рекламной службы «Эхо Москвы» в Уфе. 216 35 99. Будет реклама, будет и эхо. На то мы и партнеры. В 8:34 в Уфе на Эхе Новости, у микрофона Руслан Валиев. Следственный комитет и Госинспекция труда выясняют обстоятельства гибели рабочего Нефтекамского автозавода. Трагедия произошла 28 марта на территории корпуса вахтовых автобусов и цистерн. При выполнении работ по демонтажу металлоконструкции слесарь-ремонтник цеха номер 36 упал с высоты около 6 метров. Прибывшие врачи скорой помощи констатировали его смерть. Как пояснили в трудовой инспекции региона, в ходе расследования будут определены обстоятельства и причины случившегося. В свою очередь, Нефтекамским межрайонным следственным отделом Следственного комитета открыта доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного 143 статьей Уголовного кодекса о нарушении требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека. Далее цитата. В настоящее время проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза. В организации изъята и анализируется необходимая документация по охране труда. Конец цитаты. Комитеты по управлению муниципальной собственностью в городах и районах присоединили к Минземимуществу Башкирии. Как сообщает региональное министерство земельных и имущественных отношений, к 1 апреля все 61 районных и городских комитетов по управлению собственностью будут присоединены к центральному аппарату министерства. Реорганизация происходит в соответствии с земельной реформой, по которой функция распределения неразграниченной земли в муниципалитетах переходит к Минземимуществу. В самом министерстве сокращены 122 ставки.
Далее цитата. Более 30 гражданских служащих, попавших под сокращение, были трудоустроены в подведомственные министерства учреждения. 6,5% служащих обратились за назначением пенсии за выслугу лет на государственной службе. 2,5% служащих переведены на вакантные должности, сообщили в пресс-службе ведомства. Там добавили, что сокращение ставок позволит сократить также и собственные расходы министерства. Янгантауне удалось взыскать с бывшего директора крымского санатория «Юбилейный» 7 миллионов 400 тысяч рублей. «Коммерсант» в Уфе сообщает, что арбитражный суд Башкирии 17 марта отказал в удовлетворении исковых требований санатория Янгантау к бывшему директору санатория «Юбилейный» в Евпатории Ренату Галимову. Истцу не удалось взыскать с экс-директора 7,5 почти миллионов рублей, затраченных на перелет, проживание и питание топ-менеджеров его заместителей в Крыму. Поводом для обращения в суд стали результаты проверки деятельности санатория контрольно-счетной палаты республики в 2019 году, которая пришла к выводу, что затраты на нужды руководства были неэффективными и бесполезными. Как ранее сообщала «Эхо», в ноябре 2019 года глава региона Ради Хабиров раскритиковал руководство крымского санатория по итогам ревизии контрольно-счетной палаты. В числе нарушений завышение стоимости работ, неправильное хранение стройматериалов и оплата невыполненных работ. По словам Хабирова, при проверках выяснилось, что часть стройматериалов, которые числятся на балансе, на деле отсутствует. А из некачественного проекта ремонта, реконструкции санатория стены его деформировались, потрескались, в результате чего их пришлось разобрать. При этом в корпусе уже был проведен ремонт на 99 миллионов рублей. Санаторий «Юбилейный» был безвозмездно передан Башкирии в 2017 году после подписания меморандума о сотрудничестве Республики Башкортостан и Республики Крым. Тогда сообщалось, что Башкирия вложит в реконструкцию санатория около 300 миллионов рублей. Завершение выпуска о погоде. По данным сервиса Яндекс.Погода, сейчас в Уфе 0 градусов, переменная облачность. В течение дня будет также облачно и до плюс 7 выше нуля. Руслан Валиев, служба информации «Эхо Москвы» в Уфе. Вы слушаете «Уфимский разворот» – программу, в которой ваше мнение может быть услышано, голос учтен, а СМС-сообщение прочитано в эфире нашей радиостанции. Слушайте «Уфимский разворот» по будням с 8 утра. Да не просто слушайте, участвуйте. Продолжаем прямой эфир Уфимского разворота на «Эхе Москвы» в Уфе. В студии Разиф Абдуллин. Руслан Валиев и за пультом Никита Полянин. И на самом деле мы не одни. К нам по видеосвязи присоединился наш сегодняшний первый гость, глава администрации Куюргазинского района Республики Башкортостан Юлай Ильясов. Здравствуйте, Юлай Талхович. Здравствуйте, уважаемые товарищи. Ну, основная наша тема, которую мы хотели обсудить, это вот эти реформы, связанные с землей, и на примере вашего, видимо, района, да, мы хотим в деталях разобраться. Вот что уже, на сегодняшний день все, как планировалось, работает, или пока, скажем, идут вот эти вот наладочные процессы? Ну, в настоящее время, как вы говорите, наладочные процессы идут. Наш КУС переформатируется в территориальное подразделение Министерства земельных и имущественных отношений, там часть ставок сократили, но и где-то в апреле месяце, до июля, мы должны будем принять на себя все муниципальное имущество, которым раньше занимался КУС. И нужно будет создавать в составе администрации подразделения и людей, специалистов, которые бы этим занимались. До последнего времени мы работали по соглашению между КУСом и районом, когда все эти функции по управлению муниципальным имуществом выполнял КУС, мы как бы особых проблем не знали. Но сейчас станет вопрос кадров и штатов. Ну, я думаю, что к лету этот вопрос разрешится, потому что проблема глобальная, касается всех муниципальных районов Республики Башкортостан. То, что касается неразграниченных земель, которые ушли в ведение Минземимущества, намерения, как говорится, были благие, с тем, чтобы унифицировать процесс выдачи неразграниченных земель. На самом деле их достаточно много, и их эффективное использование вызывает неоднозначные вопросы, что называется. Есть свои плюсы, есть свои минусы. Будет унифицирован порядок, будет электронная очередь и сокращение бюрократической, так сказать, волокиты. Но среди минусов я что могу сказать? Конечно же, местные жители, которые не успели оформить сенокосы, пастбища или какие-либо другие земельные участки, которыми они испокон веков пользовались, могут оказаться, что называется, в неудобном положении, когда вдруг на электронной площадке их земельный участок
испокон веков пользующиеся, появятся в торгах и появится какой-то владелец. Могут быть какие-то недоразумения, мягко говоря, но и у нас есть договоренность с Минземным имуществом, что любой земельный участок, по которому будет приниматься решение, без мнения района никакого решения приниматься не будет. То есть в любом случае каждый земельный участок будет отражать мнение администрации, мнение жителей, которые существуют на данной территории. Как вы сказали, механизм находится в стадии отладки. Пока еще каких-то реальных сделок по нашему району не проходило. Они находятся все в стадии обработки. Время покажет. Знаете, дорогу осилит идущий. Но я согласен с тем, что фраза такая, которая часто звучит в наших коридорах, мы так всегда работали и так всегда было, она уже не проходит. Нужно переходить на новые механизмы, новые рычаги, а новое всегда это слом старого и некоторые неудобства в процессе отладки всей системы. А тут очень важный момент есть. Изменятся ли денежные потоки? То есть раньше, насколько я понимаю, эти доходы от продажи, от аренды земельных участков, они поступали в бюджет сельсоветов тех же, да? А сейчас как будет? Так же будет все или нет? Сейчас будет все так же. Просто оператором данных сделок будет Минзем имущества, но доходы поступают в бюджет местных районов и поселений. А насколько вы считаете, эффективнее будет этот процесс? То есть больше денег будет поступать или это трудно сейчас прогнозировать? Трудно спрогнозировать. Единственное, что плюс в этом, от субъективного мнения местных чиновников и чинуш, которые находятся на местах, уже ничего не будет зависеть. В этом правда. Ну вот вы сталкивались реально на практике вот с такими случаями, когда вот эти чинуши, так называемые, да, злоупотребляли своими полномочиями, скажем, и вы вот наблюдали собственными глазами, что это происходит? Я как глава района веду прием граждан, на каждом приеме граждан такие вопли раздаются. То есть пока еще до сих пор продолжается. Поэтому сейчас этот барьер, эту проблемную зону мы передаем Минзем имуществу, пускай они сами разбираются. А нельзя ожидать другого эффекта, что, скажем, земля это же ресурс, источник доходов, так сказать. Это, может быть, самый главный даже ресурс, наверное, местных муниципалитетов. Невозобновляемый. Да. И если раньше там, условно, коррупция была на уровне сельсоветов, когда там оформляли справки, там подложные документы делали, сейчас это все поднимется еще выше, и цены просто за взятки вырастут за те же земельные участки, нет? Ой, трудно сказать, не могу прогнозировать, но то, что сократятся сроки принятия решений и то, что исключен будет местный бюрократический фактор, это точно. А вы сами этот механизм изучали? Он будет гарантировать какую-то прозрачность этих сделок? То есть как раз о чем я говорю, чтобы... На открытых торгах заявители будут рассматриваться, а потом в процессе оформления решений без согласования района эти решения приниматься не будут. То есть в любом случае мы будем участвовать в процессе. А много таких земель, о которых мы говорим, неразграниченной собственности находится? По данным, по-моему, Башинформа, 94% примерно в Башкирии в целом. Да, этих земель очень много, они находятся в государственной собственности, но по земельному законодательству они находятся в статусе неразграниченных, и до последнего времени ими распоряжались муниципалитеты. Но сейчас вот принято такое решение. Я не знаю, для того, чтобы разграничить земли, нужны большие финансовые вливания, проводить кадастровые работы, межевания, поставить на учет, нужны деньги и нужны заинтересованные лица. По большому счету, многие земельные участки, которые находятся в стадии неразграниченных, они, эффективного хозяина не имеют. Испокон веков жители пользуются пастбищами, сенокосами. И к вопросу о том, что эффективно используется земля у нас в районе или нет, я хочу сказать, что свободных пахотных сельскохозяйственных земель нету. То, что касается неразграниченных, это могут быть в статусе федеральных, это лесные угодья, это могут быть какие-то там водоохранные зоны, это, и другие участки вдоль федеральных трасс, допустим. Угу. Вот такие категории земель. Скажите, все остальное у нас уже, у нас нет свободной пахотной земли. Приходит инвестор, мы не можем найти земельный участок, потому что все практически занято. Но ведь это же в разных районах по-разному, или все-таки примерно одинаково, плюс-минус? Вот вы знаете, как ваш район, в разных районах по-разному. У нас земли нету, но я знаю, что в других районах, в некоторых северо-западных, северо-восточных, ситуация там маленько получится со свободными земельными участками. Угу.
Так, обращу внимание, тут вот слушатели нам пишут на другую тему все-таки, да, хотелось бы, раз уж пользуясь случаем, комментарий ваш по поводу тех самых очистных сооружений в Кумертау. Что там в итоге на сегодняшний день происходит? Или это не ваша компетенция? Кумертау и Куюргазинский район — два разных муниципальных образования, но я никак не могу... Ну, рядом. Хорошо, а Ермолаевский спиртзавод на вашей территории находится? Бывший. Вот, о его судьбе, хотя, пользуясь случаем, буквально одну минуту, там полминуты. Он передан на баланс муниципалитета. В настоящее время мы его приняли в казну. Это муниципальное имущество. В настоящее время завершается оценка активов. На нашем горизонте наметилось 2 потенциальных инвестора. Сегодня будет встреча, приезжает делегация, так сказать, пока не буду раскрывать все карты. Ну, процесс поиска инвестора, он такой щепетильный и очень интимный, что называется. Можно спугнуть удачу, уже даже упомянув о ней. Поэтому не буду загадывать, мы очень сильно работаем над этим делом. Ну, 2 варианта: или технопарк, или развитие производства. Или в рамках того, что правительство поставило задачу развития сельхозпереработки, какие-либо сельхозперерабатывающие предприятия. Вот 3 направления. Понятно. Угу. Ну, какие сроки примерно, когда будет все понятно? Есть ориентир? Ну, желание хотя бы есть. Вот, типа, какая цель хотим стоит? к концу этого года понять. Если мы в течение 3 лет сделаем, я буду считать, что это хороший, идеальный результат. Угу. Понятно. Ну что ж, будем надеяться. Ну что ж, и время наше заканчивается. Благодарим нашего первого собеседника, главу администрации Куюргазинского района Башкортостана Юлая Ильясова. А сейчас мы поменяем тему. Продолжаем уфимский разворот. У нас еще один собеседник. С ним мы уже пообщаемся по телефону. Это председатель Республиканского профсоюза работников здравоохранения Рауль Халфин. Тема здравоохранения, тема коронавирусных выплат – это один из тоже больных вопросов, как мы уже говорили. И что у нас в этом направлении происходит, попытаемся выяснить сейчас. Вот, в частности, профсоюз работников здравоохранения «Действие», например, да, предлагает создать сквер памяти медиков. Отдельная тема. Погибших от коронавируса. Вот, да. Тоже как бы этот вопрос зададим нашему коллеге. А я напоминаю слушателям, что вы также можете присоединяться к разговору с помощью чата в Ютубе и номера для СМС, WhatsApp и Telegram. +7 927 304 10 51. Как раз вот пока мы дозваниваемся, вижу, что нам пишут. Угу. Ну, это вот комментарий, да, по поводу того, что они услышали Ермолаева из спиртоводочного Можно завода. напомнить, что о чем идет речь, как бы инфоповод. Профсоюз работников здравоохранения «Действия» предложил создать сквер памяти медиков, погибших от ковида, и они хотят его сделать в парке нефтехимиков вблизи городской клинической больницы номер 8, и ждут поддержки как бы общественников. Угу. Рауль Магруфович у нас на прямой связи. Доброе утро. Доброе, здравствуйте. Ну, можно вопрос, как вы относитесь к такой инициативе создать сквер памяти медиков, погибших от COVID-19? К идее и к вопросу, то, что нужно увековечить память медиков, это однозначно положительно, к этому относимся. И по месту и по форме, конечно, надо обсуждать. Это у вас какие-то, может, свои есть идеи, свои широкого предложения? обсуждения общественности и профессионалов. Может быть, у вас есть свои собственные предложения, идеи вот на этот счет? По месту и форме пока нет. Единственное, отмечу, что буквально вот до начала войны с ковидом уже мы прорабатывали вопрос аллеи почета для медиков. Уже была заготовка, это в районе медуниверситета на Ленина, да. Но в связи с ковидом вопрос приостановился, я думаю, мы к нему вернемся. У нашего профсоюза пока была идея подготовить книгу памяти для начала, а параллельно, да, заниматься обсуждением места и формы. Будет ли это аллея или это будет некая, так сказать, мемориал памяти с именами, фамилиями. Я думаю, это обсуждение еще впереди. Рауль Магруфович, раз вы уж занимаетесь этой темой, вот книгой памяти задумывались, можете привести цифры? То есть, разные цифры звучат. Сколько человек погибло у нас башкирских врачей и медиков? У нас абсолютно точных данных, к сожалению, тоже нет. Мы очень плотно работаем с ФСС, то есть их цифры, они известны, Минздрав их озвучивает. Ряд вопросов, ситуации еще в работе. Есть спорные моменты, есть судебные, так скажем, решения и процессы.
Наш профсоюз участвует там, где нас привлекают. Поэтому я и хотел сказать, что я думаю, еще впереди. Ну, речь идет, давайте все-таки для радиослушателей цифры озвучим примерно хотя бы. Порядок цифр, да, порядок. О чем вы можете сказать уверенно? Ну, на сегодня звучит цифра 31, если я не ошибаюсь. Да, у нас буквально вот 3 недели назад у нас совместное заседание было в фонде соцстрахования. Да, там была цифра озвучена 27, включая 3 вот спорных вопроса, которые уже решились в суде в пользу медработников. Поэтому эта цифра, вот, более точные данные, это ФСС и Минздрав. Угу. Скажите, а вот истории, связанные с невыплатами или недовыплатами, скажем так, персоналу, который работает с ковидом, вот у вас каковы данные? Соответствуют ли они, скажем, данным, которые профсоюз действия дает и тревогу бьет? Вы про стимулирующие выплаты ковидные? Да. Ну там, да, вопросов много. То есть, с одной стороны, правительство Российской Федерации очень оперативно решило этот вопрос с надбавками, с выплатами, так скажем. Но, к сожалению, да, были не совсем однозначные трактовки, из-за этого В чем основная проблема? В чем основная проблема, вот на ваш взгляд? Когда людям не получают положенные выплаты там, или там что-то не так учитывают, в чем проблема-то? Основная проблема – это в трактовке риска заражения ковидом при исполнении служебных обязанностей. Да, то есть формулировка появилась, а как ее однозначно трактовать, механизм, ну, это реально очень сложно. А помните ситуацию? Поэтому вокруг этого основные споры. Свежая ситуация, по-моему, в Бирском районе, если не ошибаюсь, там сотрудникам скорой помощи заявили, что вы могли бы отказаться от выезда на вызов, если знаете, что человек с ковидом, то есть вы не обязаны были выезжать на такой. Это вот имело место быть такая ситуация? У нас нет такой информации. Нету, да? А можете привести конкретный пример, когда вы говорите, что трактовка разная, то есть, ну вот, прямо из практики? Ну, это например, по фельдшеры, по приему вызовов на той же скорой. То есть они впрямую не контачат с пациентами, не перевозят их, так скажем. Вот есть у них риск или нет. А водителям скорых тоже как бы есть там вопрос? То же самое, да. Отдельный вопрос – это не медицинский персонал. Ну, кстати, именно по водителям, вот по нашей инициативе региональные доплаты им предусмотрели и прочему персоналу. Там, где это не предусмотрено, мы как профсоюз стараемся оказать отдельное внимание в случае заболеваний, например. А помните, был еще врач Уфимской скорой Елена Гайнулова, которая вот не подтвердили, установлено якобы там 2 недели, что ли, у нее не было контакта, хотя у нее раньше были, и она вот умерла в январе. Да, и родственников должны были вроде как поддержать, но Роспотребнадзор не подтверждает. Ага. Вы в курсе этой ситуации или нет? Ну, в курсе и СМИ, поскольку она не член нашего профсоюза, к нам обращений не было. Вот, кстати, по поводу член-не член. Вот хотелось бы понять немножко вот эту структуру, да. Ваш профсоюз – это вот одна история, действие – это другая история. Как вы можете, ну, как-то, не знаю, характеризовать, что ли, в чем разница, в чем сходство, не знаю, кто лучше, в конце концов? Видимо, у вас большинство, я так понимаю, так ведь, сотрудников? Ну, у нас, да, так, традиционный профсоюз, это с многолетней историей, нашему региональному в республике профсоюзу работников здравоохранения уже более 100 лет, объединяет, да, большую часть медиков и не медиков, то есть работников отрасли. Ну, у нас, учитывая вот и количество наших членов нашего профсоюза, и вопросов гораздо больше, и мы, скажем так, занимаемся вот повседневно десятками вопросов, о которых вы говорите. Вот в данный момент у меня очередные обращения по материальной помощи переболевшим, работникам отрасли, не только медикам. Мы особенно стараемся поддержать, кто болел в тяжелой форме. Ну, вот за 2020 год, уже точные данные, это более 5000 наших членов профсоюза получили именно профсоюзную поддержку дополнительно на оздоровление и компенсацию затрат на лечение. Это только те, кто получили компенсацию. Ничего себе. А сколько примерно численность членов профсоюза? И в процентах от общего числа сотрудников отрасли? Работающих более 70 тысяч.
И все они... республики. Так, это всего работающих, а в вашем профсоюзе состоят? Нет, в нашем профсоюзе 70 тысяч. Да, процент какой? 78, Процент 90? 78%, около 80. Понятно. А вы можете как-то сконтактироваться, не знаю, с альтернативным профсоюзом в каких-то общих вопросах? То есть, все-таки память медиков, наверное, это достойно этого или нет? Да, безусловно, мы предварительно с Антоном Орловым и об этом договорились. То есть мы в курсе этого вопроса, что... То есть здесь вы будете консолидироваться и будете добиваться совместно, я так понимаю? Безусловно, мы как раз и предложили объединить не только наши два профсоюза, но и общественные организации в целом, поскольку я еще раз убежден, что это решение это именно в результате широкого обсуждения. Ну а реакция пока рано говорить, кто-то, допустим, уже отреагировал из чиновников республиканского уровня на эту инициативу? Я пока не могу сказать. Я думаю, это рабочий механизм. Я не думаю, что будет кто-то против идеи отметить подвиг медиков. Единственное, наш профсоюз всегда говорит о том, что медики и были герои. Коронавирус это только все это, так сказать, добавил, усложнил. А так медики герои в повседневной работе. Мы вот буквально на днях только занимались вопросом очередного нападения на медика при посещении пациента на дому. То есть мы сейчас занимаемся страхованием работников выездных бригад скорой помощи. Угу. Это вот наша текущая повседневная работа. Спасибо вам большое. Время наше истекает. Благодарим нашего собеседника, председателя Республиканского профсоюза работников здравоохранения Башкортостана Рауля Халфина. И, в принципе, всех, кто был с нами сегодня, тоже благодарим. И заканчиваем программу. В студии был Разиф Абдуллин, Руслан Валиев и Никита Полянин. Услышимся в эфире. До новых встреч. Реклама. Здравствуйте. В гостях «Эхо Москвы» в Уфе финансовый эксперт